наступили такие времена, что если человек не в розыске и не в Интерполе, то как бы особо разговаривать нечего. Ну, если ты за пределами, да, Ну, России. вот с этим у меня все нормально. Я в федеральном и международном розыске. Ну, то же самое, в принципе. Мгм. Вообще, в целом, да, сегодняшние темы — это по поводу Дня единства народов. Твое мнение и свое мнение хотел высказать по поводу монумента дружбы, по поводу, гонений на Фаиля Алсынова, да. И совсем недавно вот у него интервью вышло, тоже будет интересно посмотреть. Вот. И также по поводу народного правительства Гундуровой, да. Ассаляму алейкум ва баракатух. Наш брат Руслан. Валейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Еще раз представлюсь, меня зовут Артур Зарипов, Ибрагим для братьев. Братья знают меня как Ибрагима, да, мусульманское имя. Я политический беженец, проживаю в Польше уже 1,5 года. Это наш брат Руслан Габасов. Брат, представишься, да, чтобы еще раз. В очередной раз представлюсь. Меня зовут Руслан Габбасов. Я проживаю сейчас в Литве, получил здесь политическое убежище, с семьей проживаю. В прошлом башкирский националист, в прошлом один из основателей организации Кукбуре, организации Башкорт, которую признали экстремистской, также был в организации Кукбуре. Ну, много где принимал участие в каких-либо акциях, потом вынужден был эмигрировать. История праздника, если я не ошибаюсь, она к 17 веку, когда для России был переломный момент, да, и после чего начались успехи у России, и она оккупировала новые территории, в кавычках, объединяла народы. И сегодня мы понимаем, что такое единение народов. Это значит сделать из всех народов, которые они присоединили к России, да, что-то подобное русским. Ну, и последние законы, которые в прошлом году были внесены о русификации, о том, что они ставят на первое место русского, как бы как такой нации, русский язык русский, да. И последние упразднения всех глав, всех республик, всех, раньше, если в кавычках президенты были, то сейчас вообще главы, да, то на сегодняшний день мы можем увидеть, что единение народов, их праздник — это мы понимаем как уничтожение народов, идентичности, истории, языка. Ну, язык остается на таком кухонном, да, можно сказать. Кухонный язык только остается, научного никакого языка нет. И это все, что касается единения народов в понимании России, да. Это вот мой такой взгляд на это оккупационный праздник. Да, это праздник для русских, может быть, для России, точнее, это праздник, так как они захватили большие территории народов, и они упразднили народы, да. Для них это может быть как праздник. Но как хотел бы услышать твое мнение, и что за это праздник, к чему он относится и вообще как, башкиры должны относиться к этому празднику? Но вообще праздник ведет с собой свое начало, как правильно ты сказал, с начала 17 века, а точнее с 1612 года, когда была большая смута в России, и жизнь этого государства стояла, вот, ну, висела на волоске, скажем, да. Э, Тогда Кремль захватили поляки, точнее не захватили, их пригласили, семибоярщина так называемая, пригласила поляка, там, короля польского, да, на трон. И потом там был Лжедмитрий еще второй. Ну, в общем, это называется большая смута, когда Рюрикович, последний Рюрикович Иван Грозный умер, его сын, его сына родного, своего сына родного он убил, и тем самым не оставил после себя никаких прямых наследников. И так называемый род Рюриковичей
прервался, и началась большая смута. Там был и Борис Годунов, и Шуйский, и потом Семибоярщина, и потом первый Лжедмитрий, потом второй Лжедмитрий, и этот польский король Владислав, по-моему. В итоге российские, так называемые, Минин и Пожарский собрали ополчение с Нижнего Новгорода, оно тронулось, и освободили Москву. Вот. И, то есть там участвовали разные народы, в том числе говорят, что там были и башкиры, что еще раз говорит о том, что башкиры, как всегда, везде лезли, но от этого ничего не получали, ничего хорошего. На тот момент башкиры жили хорошо. В 1612 году, когда мы вошли, часть башкир вошла в это русское государство, московское государство. Мы практически век целый жили очень спокойно, потому что когда была большая смута, вот это все было не до нас. И мы за это время хорошо успели усилиться, скажем так, расплодились хорошо, да, байып кеттелер, как говорится, башкиртар разбогатели хорошо, да, спокойная жизнь была. Там, что, в принципе, дало силы потом очень много поднимать восстаний, и мы практически все силы потом на это положили. Ну вот, возвращаясь к празднику, его, с какого, с 2004 года, если не ошибаюсь, этот праздник народного единства, его ввел Владимир Путин, как такой праздник единения всех народов, да, то есть, но на самом деле, действительно, как ты правильно сказал, ничего такого, что как единение в этом празднике нету. Он проводится, скажем так, всеми силами властными и республик, и регионов, можно так сказать, на самом простом, на самом, ну, как говорится, прошел да и ладно, да, то есть никто в него не вкладывает никакой смысл, он не наполнен идеологически, этот праздник. Спроси у любого школьника, там, да, у любого вообще человека, что такое праздник День народного единства, мало кто скажет именно истоки этого праздника, потому что он реально не наполнен идеологически, и к нему вообще относятся спустя рукава, к этому празднику. Но есть особенность у этого праздника в том, что этот праздник тоже где-то с 2005, может, 2004 года приватизировали русские националисты этот праздник, и ежегодно в этот день они проводили свои русские марши. Русские марши по всей России. Навальный принимал участие в этих русских маршах, если кто не знает, да, сегодняшний так называемый узник совести. И эти русские марши даже проходили у нас. Один раз прошел, он успешно прошел, дали разрешение. В другой раз, на следующий год, уже когда появилась организация Башкорт, мы не позволили провести уже подобный марш. Что касается монумента дружбы, то монумент дружбы, который стоит у нас при въезде, скажем так, в Уфу, на берегу реки Белой, на возвышенности, этот монумент связан с датой вхождения башкирского государства в состав московского государства. В честь 400-летия вхождения его поставили. В 1950, по-моему, 4 году. Или 56-м, по-моему, да. Вот так. Этот монумент связан с этим. Но надо сразу сказать, что место выбрали то ли надсмехаясь над башкирами, то ли что. Почему? Потому что именно на этом месте раньше стоял монастырь русский, и там были остроги. Там были остроги, ну, так называемые тюрьмы, где содержались наши башкирские повстанцы, лидеры. Там на этой же возвышенности прям были устроены казни многочисленные наших башкир. Это вообще было место такое, место экзекуции, где башкир показательно на видном месте. Сами башкир сгоняли смотреть на эти казни. Они стояли на том берегу реки Белой. То есть, ну, кто знает Уфу, въезд в Уфу вот через мост. Вот они стояли до моста, то есть башкир всех собирали. А наших батыров, яугиров
Вот на этом лобном месте, где сейчас стоит монумент дружбы, да, там казнили, убивали, истязали, плетьми били, вырывали ноздри и так далее. Сажали на кол, и они там висели по много-много дней. Поэтому Ну, этот монумент мгм. дружбы, ну, это такое издевательство, скажем так, я бы сказал. И это первое. Второе, что монумент дружбы между башкирским и русским народом, он так и называется, да, монумент дружбы. Ну а что, у нас помимо русского народа в республике других народов, что ли, не живет? Мгм. Если делать монумент дружбы, то монумент дружбы должен быть со всеми народами, проживающими на территории республики Башкортостан. Получается, что татар мы обижаем, чуваши обижаем, марийцев обижаем, удмуртов и так далее. Поэтому этот монумент будет снесен, ну или мы его перенесем в другое место. На этом месте будет поставлен, я так думаю, что какой-то знак памяти нашим батырам, которые погибли на этом месте, были замучены зверско. Да, этот монумент, по-моему, я тоже писал по этому поводу пост, что это как такой знак, да, конечный уже флаг оккупации, такой памятник, что все, мы вас победили. В общем, вот каждый, ну, понятно, что сейчас не каждый раз, когда я сам тоже жил в Уфе, проезжали через мост, смотрели, видели, кто обращает внимание, кто нет. Особо, конечно, не все понимают, для чего это. Ну, как бы Россия для себя конечную такую точку поставила этим монументом, да. Здесь у нас брат Батырбек, если не ошибаюсь, задает вопрос. Ассаляму алейкум, ва алейкум ассалям, брат. Вопрос задает. Будет ли декоммунизация и дерусификация в Республике Башкортостан не только название улиц и памятников, но и в образовании, и как это будет? Несомненно, это также прописано в программе нашем будущего независимого Башкортостана. Обязательно декоммунизация подразумевает у нас будет что именно? У нас будет запрещена вообще партия, такая как коммунистическая партия, как экстремистская, как человеконенавистническая партия, идеология вообще человеконенавистническая. Я где проживаю в Литве, здесь, допустим, все, что связано с коммунизмом, все запрещено. То есть все символы коммунистические, все они приравнены нацистским символам. И у нас будет то же самое. Все названия улиц обязательно поменяются. Все названия городов, которые связаны именно с коммунистическим режимом, поменяются. В школах будет объясняться, что такое коммунизм, что он принес людям на самом деле. И устроенный голодомор, и репрессии нашей интеллигенции. И то, что у нас наше башкирское войско, которое было численностью до 15 тысяч человек, было практически полностью до поваров включительно в будущем потом репрессировано именно этими коммунистами, никого не осталось. Это все мы будем рассказывать, и что принес нам этот коммунистический режим. И уничтожение нашей интеллигенции, и уничтожение нашего духовенства, и снесение всех наших мечетей, ну и так далее. Поэтому, конечно же, декоммунизация обязательно будет. Дерусификация, ну, тоже мы, скажем так, будем возвращать исконные башкирские названия, конечно же, проводить дерусификацию обязательно будем, потому что все это вот не белое, это Агидель, это не Каповая пещера, это Шульганташ и так далее. То есть все это мы будем приводить обратно, потому что это Республика Башкортостан, еще раз напомню, а не Уфимская губерния. Не Белорецк, а Идель-Баше. То есть, еще раз говорю, народная память, она очень сильная, плюс есть источники, так что я думаю, что все нормально. Если имя Салавата Юлаева запрещали в течение 200 лет, в течение 150 лет там, да, упоминать вообще и называть детей, но народ помнил и называл, и сегодня Салават Юлаев, имя Салават, наверное, самое распространенное имя среди башкир. Мгм. Да. Но что еще для меня интересно, это если к этой теме по поводу возвращения, да, так сказать, идентичности нашего народа, то это, конечно же, я
много общался на тему башкирского языка с ребятами, со знакомыми и с теми, кто преподавали или каким-то образом относились к преподавательской деятельности, да, в университетах в Уфе. Башкирский язык, как многие говорят, на сегодняшний день очень сильно обхудел, так сказать, да, обскудел даже, ну, в том плане, что эм, когда еще в Советском Союзе перевели башкирский язык, то есть вязь была арабская, потом была переведена на латиницу, а потом была на кириллицу, да. И этим самым это очень такой для них был грамотный ход, потому что доступ следующего уже поколения доступа к своим научным трудам, то если сегодня у нас же не только там эпосы и сказки какие-то, да, если так брать, но сегодня такое впечатление, что если брать именно историю башкир, то ничего нет, кроме как жили в юртах там и там сказки какие-то читали, да, писали. Нет, были свои научные труды, у нас же свои учебные заведения были, да, и все обращения, даже если брать приказы Салавата Юлаева, да, они были на старотюркском языке, ну, то есть на башкирском языке, арабской вязи. И после того, как советская власть переводит Башкортостан на кириллицу, ну, через латиницу, да, доступ к этой литературе сразу же башкиры теряют. То бишь следующие поколения, они что должны делать? Они уже изучали историю Башкортостана, кто они есть. Уже то, что написала советская власть кириллицей. Потому что не был, ну, это такой разрыв, да, будущего поколения и прошлого поколения. И тем самым очень сильный разрыв они сделали. Все правильно, согласен полностью. Это было специально сделано. Как правильно ты сказал, надо вообще говорить о том, что до революции не было вот чисто башкирской литературы или чисто татарской литературы или чисто там, да, азербайджанской литературы. Была общетюркская литература. Потому что известные университеты на тот момент, да, медресе, такие как Хусания, Галия, Расулия, ну, многие, плюс там университеты Бухары, там Самарканда, куда все ездили учиться. Там учились люди всех национальностей. Вот, вне зависимости от того, то есть там вот если в Бухаре, то только одни там узбеки, там, да, то есть, или близлежащие народы, там, если в Казани, то только одни татары, если там, ну, вот, ну, в других местах. Учились все, потому что язык обучения был один, правильно, он был, назывался тюрки, так называемый старотатарский, ну и вообще его называют тюрки, да, язык, общий тюркский язык, потому что татарами тогда называла, Российская империя называла все народы, и там и азербайджанцев она называла, и кумыков она называла татарами, вот, татарские народы, так называемые, да, и народы Средней Азии, практически все они их называли татарами. Ну, язык тюрки, да, то есть, если правильно будет, общенаучно. Он был, да, на арабской вязью. И вся литература, которая тогда писалась, она писалась на одном языке, понятная для всех была абсолютно. То есть, ее мог крымский татарин прочитать спокойно. Потому что вот когда Заки Валиди написал свою первую книгу «История татар», история тюрков и татар. И она разошлась очень сильно по тюркскому, по мусульманскому миру и получила очень восторженные отзывы. И он сразу стал знаменитый. Но эту книгу прочитали практически все интеллектуалы тогда тюркского мира. Это говорит о том, что как бы была вот такая единая культурная система, да, где взращивались вот эти вот наша интеллигенция, в том числе башкирская. Вот, Добавлю к этому же, да, что Россия, Кыргызстан и Узбекистан в обход Казахстана договорились о том, что они будут строить свою дорогу торговую. То есть я на этот вопрос свое видение скажу, что после того, как Казахстан занял позицию не российскую, да, что когда
Было даже такое, что Путин просил признать ЛНР, ДНР. Президент Казахстана отказался признавать его, даже потом у казахов проблемы были. То есть семья, которая здесь проживает, с Казахстана, их просто не пропустили даже с России в Беларусь. Ну, им сказали, вы с Казахстана, езжайте обратно. То есть их не пропустили. То бишь это еще началось с того момента, и видно, что Россия начала, как бы так, восприняла, да, это, во-первых, как обиду, нож в спину, такие даже выражения были, и они начали экономический такой союз делать в обход Казахстана, чтобы как бы показать, вот вы встали на сторону, по их словам, да, на сторону Запада, вот получайте, мы, в общем, сами будем без вас. Вот. А теперь мы видим вообще, что Франция уже и заявляет о поставке ПВО, ну, то есть на территории Казахстана. Значит, есть ли какие-то предпосылки к этому? Может, уже Казахстану к чему-то готовиться нужно? Вообще, Казахстан для меня, вот политика Казахстана, я считаю, что наиболее правильная политика, которую нам, башкирам, обязательно нужно будет очень хорошо изучить и много перенять. Что именно я имею в виду? Дело в том, что казахи, они очень похожи на башкир. Не только мы, что родственные, да, очень близкие народы, родственные, языки похожи, тюркский, мусульманский и так далее, да, история связана неразрывно. А в том, что когда Казахстан отделялся от Советского Союза, примерно пропорциональная численность казахов по отношению к другим народам составляла примерно такую же численность, как сегодня у башкир. Казахов на тот момент было 39%. Сейчас башкир 31%, да? 39%, больше 50% составляли славянские народы, вообще русскоязычные народы. Это русские, это очень много украинцев там было, очень много немцев там было, там 1 с лишним немцев, там больше 1 миллиона украинцев было, там русских. В общем, в общей численности их было больше 50%. То есть они могли любой референдум выиграть там, да, если бы это был бы честный там, да, референдум такой, да, то есть и никогда бы Казахстан не отделился бы. И вот это вот взвешенная политика, и мы знаем, что Казахстан, как правило, то есть он отличается от Таджикистана того же самого, где были гонения на русских, открытые гонения. Отличался тем, что все-таки в Казахстане эта политика была достаточно миролюбивая, и русский язык там остался языком межнационального общения. И да были попытки, потому что мы знаем, что у Казахстана есть очень слабая сторона, это северные земли. Северный Казахстан, так называемый, да, на который постоянно русские претендовали, говорили, что это не ваши земли и так далее, и так далее. То есть это очень схожая ситуация с сегодняшней Украиной, с сегодняшней вот ДНР и ЛНР. И казахам нужно было лавировать вот в этой политике, потому что Россия была достаточно сильная все это время, и надо было и с Россией, и одновременно там и Америка заходила туда, в Казахстан постепенно там, и я знаю, то есть она из Турции в последнее время очень сильно. Сейчас, когда Россия начала ослаблять, вообще Россия, если надо как бы признать, что она очень жесткой хваткой все среднеазиатские страны держала. Вся политика там проходила через Москву. То есть как бы вроде бы как независимое государство, но в то же время очень сильно зависимо от России. И я знаю, что даже в Казахстане до сих пор все сотрудники КНБ, у них, по-моему, называется, да, Комитет национальной безопасности, они все проходили там службу, то есть учились в ФСБ России, в КГБ, бывшие КГБшники и так далее. То есть там очень сильно так напичкано все это, и пророссийские силы очень сильные. Поэтому им нужно было, но они сумели грамотно, без всяких скандалов, без различных кровопролитий, без конфликтов межнациональных, сумели сделать так, что на сегодняшний момент казахи составляют 70% населения. Это уже практически моноэлитная страна, и которой уже никакая русификация, никакая там отторжение земель не грозит, только если вот внешнее вмешательство будет. А так внутренний сепаратизм там уже это уже невозможно. Также мы знаем, что они сумели казахский язык поднять достаточно очень сильно. У них, конечно, до сих пор еще есть проблемы, но он намного в лучшем положении, чем было в Советском Союзе. Но в Советском Союзе в Алма-Ате была одна единственная школа казахская.
на казахском языке. Поэтому сейчас как бы они в этом очень сильно продвинулись, усилились. И сейчас, когда они поняли, что Россия слаба, и она на Украине обломала, вот как раз стояла такой вот дилемма, то есть Россия на кого нападет, либо на Украину, либо на Казахстан. Выбор был такой, да, вот. И они напали на Украину, где обломали свои зубы, как говорится, ослабли очень сильно, и Казахстан, конечно же, этим воспользовался. Плюс к тому же последние годы, надо сказать, что Турция достаточно сильно поднялась, а Турция это была первая страна, которая признала независимость всех среднеазиатских стран, которые отделились от СССР. Первая она признала их независимость. И вот сегодняшний вот этот союз тюркских государств, который создали под патронатом Турции, это, я считаю, что это очень перспективная такая сила, очень перспективный союз. И Турция там очень активно, скажем так, открывает свои представительства, экономика и так далее. И мы знаем, что вот я говорю еще раз, с начала войны России и Украины, Россия очень сильно ослабла, и она ослабила свою хватку. Конечно же, в этом весь мир ополчился на Россию, и здесь Казахстан, хотя Казахстан, конечно же, надо заметить, как он голосовал на ООН. Где-то осуждал, где-то нейтрально голосовал. То есть многие какие резолюции он там, скажем так, не осуждал Россию, да. То есть он до сих пор лавирует, но постепенно он уходит в сторону Запада. И вот даже когда можно отметить такой момент, когда Байден, ООН проходил, очередная ассамблея ООН проходила там, да, в Нью-Йорке, Байден встречался именно конкретно только с президентами среднеазиатских стран. Отдельно. То есть это говорит, что западный мир прекрасно понимает, что Россия ослабляет свою хватку там и пытаются там они усилиться. Так же, как и Турция. Поэтому Франция, визит Франции это из той же серии. Я знаю, что я разговаривал с казахским одним политологом, моим другом. Он мне говорил о том, что там и они помимо вот этих вот вооруженных поставок, они еще открывают французские школы там. То есть Франция там усиливает влияние, а соответственно Казахстан идет в сторону Запада. Идет в сторону Запада, он больше, получается, перенимает модель западную. Но не имеется в виду, он, конечно же, не будет полностью отказываться от своей идентичности, да, в сторону вот этой вот глобализации западной. Но они все-таки будут стремиться проводить какую-то, выдерживать демократию, заключать союзы какие-то, торговые обороты, экономические союзы, ну и так далее. То есть это из той серии, что Россия ослабляется, ее место занимает Запад и Турция. До Ближнего Востока и азиатских стран идет борьба как раз-таки между Америкой и Европой. Можно часто заметить, что они между собой борются за те или иные влияния на той или иной территории, да. Теперь, если у меня было такое в один период у меня было такое мнение, что России не дают проиграть целенаправленно, и мне казалось, что это делала Америка, да, для того, чтобы азиатские страны, среднеазиатские страны все-таки кто-то должен контролировать, да, но у европейцев чуть другие взгляды. И вот, допустим, последнее то, что происходит, европейцы заходят на Среднюю Азию, это как раз-таки, ну, по моему мнению, об этом и говорит, о борьбе влияний Америки и Франции, да, между Ну, собой. возможно, потому что Казахстан это большой рынок, перспективный рынок, это быстро растущая нация, это огромная территория с огромными природными ресурсами, поэтому, конечно же, многим интересно, чтобы Казахстан с ними был там, экономически сотрудничал и так далее. Но тут самое главное, какая для нас, для башкир, выгода. И я считаю, что это самая прямая выгода. Для нас лучше, конечно же, если Казахстан будет дружить с Западом и усиливаться, и отходить чем больше, чем дальше от России. Потому что на момент, когда произойдет час X, наступит очередная большая смута, я считаю, что Казахстан это будет первая страна, которая нам поможет, которая признает нашу независимость. Первый вот на вопрос, да, как раз. Ну, возможно, первая, но и одна из первых. Но это будет, для них это будет очень выгодно, чтобы рядом три тюркские страны, Башкортостан, Татарстан, Чувашия, да,
стали независимыми государствами. То есть и я думаю, что мы получим от них, ну, я, по крайней мере, надеюсь на то, что мы от казахов получим большую поддержку. Мгм. Ну, я тоже об этом думал, что одна из сил, которые ближе к нам, да, географически, там и, допустим, в случае того, если Россия будет делать блокаду, ну, торговую, да, то у нас есть выход вообще по-настоящему, если брать, у нас есть прямой выход к Казахстану. То есть исторически у нас всегда с ними была прямая граница. А то, что там уже делала Россия, там создавала свои порты, там в Оренбурге, там и ниже, да, вокруг Башкортостана, чтобы отделить нас от Казахстана. Это все искусственно делалось, чтобы отделить нас от внешнего мира, так сказать. Ну, в любом случае, вопрос с выходом, прямым выходом с Казахстана мы будем решать. Тот самый Кувандыкский коридор мы будем обязательно добиваться. Дипломатическим путем ли или как это, но я думаю, что мы решим этот вопрос, потому что он для нас очень важен. И также я считаю, что нам обязательно на будущее, когда говорят, вот, когда в будущем Башкортостан станет независимым, какую силу он будет, с кем он будет входить там в НАТО, там, да, там, или там еще куда-то, или там с Россией будет даже дружить, там, или еще с кем-то. Я считаю, что наше будущее неразрывно связано вот именно с тюркскими государствами. С тюркскими государствами, потому что мы сами тюрки, мы и духовно, и близко, ментально очень близки к ним, ко всем. И вот этот Тюркский союз, нам обязательно нужно будет туда вступить, обязательно вступить в этот Тюркский союз. И я вижу большое будущее у Тюркского союза, потому что сегодня и Узбекистан очень быстро растущая экономика, и Казахстан очень быстро растущая экономика. И многие, еще раз говорю, там западные страны делают ставку на них. И я считаю, что вот надо вместе. И так мы сохраним, по крайней мере, сохраним и свою культуру, и свой народ. В любом случае, чем мы, если мы будем находиться в составе там, или в союзе с русскими и постепенно ассимилироваться. Для меня лучше ассимилироваться, если вот ставить выбор, да, вот выбор такой, либо вы ассимилируетесь в русских, или вы ассимилируетесь в казахах, я лучше выберу в казахах. Мгм. Вот и все. Ну, мы должны как раз, конечно же, помнить, Ну, что конечно же, да. Мы не должны думать о том, что мы должны ассимилироваться, мы должны сохраниться. Конечно же, да, мы будем... в любом случае деоккупация стоит на первом месте, да, и как бы в ближайшее время Казахстан это наш ближайший союзник будет, Все надеюсь. правильно. И тем более, когда началась мобилизация, казахи очень, я так слышал, да, по крайней мере, что хорошо встретили всех, кто с Башкортостана, с Ну, Татарстана, очень так конечно, по-свойски, конечно. по-братски нас встретили там. И даже, что мне, конечно же, понравилось, это их отношение к русским, да, ну, ходили, конечно, многие приколы там, что лицам лицам славянской внешности квартиры не сдаем и так далее, да. Конечно, все равно, наконец-то, уже тот период наступает, когда, ага, вот вы приехали, и вам здесь не рады. А то они привыкли уже, что мир, все народы для них как будто созданы, и их рабы, короче, да. Да, все правильно. Вот по поводу как раз уж мы начали обсуждать вопрос Казахстана, хотел бы твое мнение тоже услышать по поводу Украины. Сейчас в любом случае это для нас тоже сильно на нас влияет, да, то бишь если Украина э, вообще сила Украины на нас влияет как на разоружение России, да, и на развал России в будущем. И вот последнее время много начали обсуждать после событий в Палестине, что, возможно, Зеленский, Украина сядет за стол переговоров с Россией. Вот буквально вчера была новость, что какое-то издательство публиковало, что, возможно, Зеленский сядет за стол переговоров с Путиным. Хотел бы услышать твое мнение, что ты думаешь по этому поводу? Вынужденная мера, вынужденная, с чем связано? Как для нас, как на нас это повлияет, на наш регион? Я считаю, что если Украина сядет за стол переговоров, это будет большая ошибка. Как вот я считаю, что вообще вся эта ситуация, вот Арестович же это начал все, да, то есть Залужный потом, Залужный высказался.
Я считаю, что это подготовка к выборам, предстоящим в Украине, и делают ставку многие. Запад устал, надо признаться, Запад устал от войны, и ему выгодно было бы, конечно, чтобы Россия сохранилась, но под контролем там каких-то определенных сил, дружеских сил Западу, и, скажем так, но это большая ошибка. Это большая ошибка. Украинцы многие думают, вот как говорит Арестович, да, нам нужно усилиться, нам нужно пока вот провести линию вот эту вот по сегодняшнему фронту. Те территории, которые оккупированы, они рано или поздно потом к нам отойдут, если мы за это время там пока передохнем, пока будет перемирие, там усилимся, войдем в НАТО, вот, а потом постепенно как бы эти земли вернем. Не вернут. Не вернут, Мгм. и в НАТО их никто не примет с такими проблемными территориями. И это будет большая ошибка. Россия нападала изначально не на одну Восточную Украину. Мы это прекрасно знаем. Она нападала с нескольких сторон и войска бросила прямо под Киев. То есть у нее задача была захватить всю Украину, ну, как минимум всю Восточную Украину, а Западную Украину там оставить там, да, то есть маленький вот этот кусочек. Вот это у нее были планы. И она от своих планов не будет отказываться. И сегодняшний разговор, и также ей нужно пробивать коридор в Калининградскую область через Литву, что тоже большая опасность есть нападения. Поэтому она почувствует слабость, она почувствует слабость западных стран, почувствует слабость о том, что они ради, скажем так, денег готовы, ради своей выгоды экономической готовы будут жертвовать территориями, не своими, там, чьими-то, да, плюс хоть союзники, но не свои территории. И они будут дальше давить. Поэтому это большая ошибка. Я считаю, что нельзя ни в коем случае садиться, надо продолжать отстаивать и потихоньку как бы выгрызать метр за метром, выбивать оружие у западных стран. Сейчас вот все говорят, не получилось наступление у Украины. Ну, там какая-то часть была отбита, но это мало. Но не было... Почему так получилось? Ну, потому что западные страны очень долго тянули с авиацией. Они вообще изначально говорили, что не дадут. Потом они вообще говорили, что сперва танки не дадут, потом согласились на танки. Ракеты там дальнего действия сперва говорили не дадут, потом согласились и на это. Сейчас потом говорили, авиацию не дадут, в итоге согласились и на авиацию. Но вот это вот постепенное переубеждение их, это стоит огромных жертв со стороны Украины. Это время сколько потеряно. Если бы сразу же европейские партнеры, союзники поняли, были бы дальновидными и поняли, что нужно сразу все это давать, я думаю, что сегодня уже практически, наверное, вся украинская территория была деоккупирована бы. Но и поэтому и наступление тоже заглохло, что не было поддержки с воздуха. В воздухе господствует российская авиация, надо признать. Вот. Ну, я думаю, что сейчас, когда авиация появится, ну, надо, в общем, стоять. Надо стоять, ни в коем случае не садиться за стол переговоров. По чеченским кампаниям мы прекрасно помним, что первую чеченскую кампанию, первую чеченскую войну чеченцы выиграли. Русские сели с ними за стол переговоров, подписали договор, Советский мир. Через 4 года напали, когда усилились. Мгм. Да, Я, и предполагается, многие тоже говорят, что в случае, если даже война закончится, то это будет на время, потому что конечно. Россия снова наберет силы. Что Ракет. касается, что касается нас, башкир, как это к нам относится? Ну, это для нас очень плохо, потому что все остается по-прежнему. Мало того, будут все говорить, вот мы же говорили Россию не победить, Мгм. Россия там сильная, там, да, и Мгм. вот смотрите, и даже у скептиков каких-либо, которые там все-таки с надеждой думали, что Россия вот проиграет эту войну, там, и начнется брожение, уже отбросят все мысли и будут действительно думать, что, ну, смиряться, да, с тем, что Россия там навсегда. Это очень плохо, я думаю, что нужно бороться, потому что, ну, переломный момент вообще наступить может в любой миг. Это в истории было множество раз, и даже напомню, что Ленин
когда находился там за границей, он говорил, когда преподавал там студентам своим, да, он там говорил, что вот, мы, такое старое поколение революционеров, наверное, никогда не увидим революцию в России. То есть вот революция 1905 года закончилась, ее там загасили, вроде бы как усилилась, тоже провели там какие-то реформы Российской империи, открыли Думу, там, да, государственную. И вот все думали, что все на этом, да. Но и когда Ленин произносил эти слова, через месяц произошла революция в России. Мгм. Поэтому я еще раз говорю, мы никто не знаем, как произойдет, что будет. Вот Пригожинский бунт, вот он, никто не знал, что вот такое произойдет, да. А как он всколыхнул всю Россию и показал, что насколько слаба власть. Так что Мгм. вот такие моменты, они могут в любой момент и могут закончиться не просто там переговорами, а и действительно свержением власти. Мгм. Но я так думаю, что в Украине сейчас обстановка не совсем еще полностью зависит от Зеленского, потому что есть еще армия и есть обычные солдаты, да, которые все-таки, когда есть военное положение и когда идет война, большую власть получают военные. То бишь, и даже если, я так думаю, да, что даже если Зеленский захочет это сделать, он будет лоббировать, стараться как-то, если даже у него будет намерение. Но есть еще же воины, вояки, которые уже сколько воюют, сколько уже жертв, да, отдали, сколько жизней уже отдали, и теперь садиться за стол переговоров. Но я думаю, и вояки, и военные, которые находятся в Украине, сражаются против России, они просто так не будут это отдавать. Украина, я жил в Украине 5 лет почти, да, во Львове и в Одессе 4 года. И это один из тех народов, я не хвалю их, да, просто как бы вот то, что я там жил, я видел, это один из тех народов, который более-менее еще сохранил какое-то свое мнение у народа, да. То бишь, если вводились какие-то законы или какие-то изменения, народ думал, делать это или нет. То есть я вот даже когда в Одессе жил, я же привык, я же приехал с Башкирии, да, я привык, что Башкирия – это большая тюрьма, шаг вправо, шаг влево, расстрел, неправильно что-то сделаешь, тюрьма, да. И я как бы приехал, и я первое время удивлялся, думаю, ну как так вообще, полиции нет, люди работают, что хотят делают, ну, грубо говоря, да. Вот этим они еще сохранились, как украинцы, как идентичность их еще сохранилась. Свободолюбивые. Они более свободолюбивы, они более имеют свое мнение, да. То бишь они знают, что я привык, живя в Башкортостане, мусульманская республика, я как соблюдающий мусульманин, везде я какие-то находил противоречия. То есть мне говорили там ваххабит, в колледже и в университете я не мог совершать намаз, да, мне постоянно приходилось прятаться где-то в подвалах. Ну, вот так было, как было. То есть и братья, которые тоже были соблюдающие, то же самое. Я приезжаю в Украину, я был удивлен. Ну, то есть люди не настроены и не против, то есть они не говорят, что я террорист, еще что-то. Они просто говорят, а расскажи нам, ну, мы не знаем. Просто у нас нету ни антипропаганды и за, никакой пропаганды нет. То бишь это вот этим самым этот народ в Украине, он меня как бы очень сильно, честно говоря, я их полюбил в целом, да, за свою ихнюю вот такую позицию в том, что они не такие, что вот им сказали, они идут, делают. Им говорят, они еще думают, так, это стоит мне. Даже вот как бы в Одессе, когда я жил, когда вводились законы потихоньку там, когда хотели земли передать, ну, хотели ввести закон о продаже земель иностранцам. Народ не дал это сделать на тот период. Ну, Майдан, вот прекрасный показатель, как народ отстоял свою независимость и оторвался от России и выкинул Януковича. Люди Мгм. достойны уважения, народ достойный уважения. Кстати, по поводу, раз уж Украину мы начали говорить,
меня спрашивают здесь, так как я появился в информационном поле, да, так сказать. У меня задают вопросы, спрашивают про батальон, такой был Башкорт, я тоже видел видео. Кто говорит, кто это такие, ну, кто их организовал. У меня вообще нет никакой информации. Я говорю, да, я тоже слышал, что такой батальон есть, но я говорю, кто они, какие у них там взгляды, интересы, я даже не знаю. Но если ты спрашиваешь у меня, то я уже делал заявление, говорю, что я к этому, рота Башкорт, Рота, э, да. Мгм. я к этой роте Башкорт никакого отношения не имею. Я не знаю вообще, есть ли они на самом деле. Я никогда их не рекламировал. Ну, я делал там перепосты, да, с ихнего канала, который уже давным-давно не обновлялся. Но я никогда не призывал туда, не говорил, что там вступайте в эту роту Башкорт, потому что я не знаю, кто это такие, кто за ними стоит. Мы Мгм. формируем свои вооруженные силы, и по мере того, как будет какая-то информация, мы работаем над этим, я буду об этом делать объявление, мы будем делать объявление. Мгм. Здесь собрались пару схожих вопросов. Батырбек, да, задает вопрос. В случае, если все-таки Башкортостан сможет, ну, я надеюсь, да, по крайней мере, деоккупируется, и будут стихийные русские митинги ура патриотов, да, на нашей земле, уже в Башкортостане, да. А также схожий вопрос к этому, я так думаю, это что, во-первых, с этими будем делать, с теми, кто будет выходить, с русским миром, с русскими митингами, и такой более, я бы сказал, такой чуть-чуть радикальный вопрос, будет ли геноцид русских, да, как Гитлера. Я только вчера, кстати, провел интервью, оно выйдет на днях, вот завтра, может, послезавтра, с русским националистом, Костя Чадлин, так называемый. Он с республики Башкортостан, с Уфы. Я его знал и по республике, когда там за ним национальное движение. Он один из организаторов русских маршей. Сейчас он получил политическое убежище в Эстонии. Вот, и вот мы с ним об этом тоже разговаривали, да. Он поддерживает полностью независимость. И вот он правильно сказал, что русские, чего боятся русские. Я сказал ему, что вот башкиры в большей своей массе поддерживают независимость Башкортостана. Татары, ну, тоже в большей части поддерживают, и татары Башкортостана поддерживают независимость Башкортостана. Почему? Потому что они хотят, чтобы Татарстан рядом был тоже независимым. Они прекрасно понимают, что без независимого Татарстана, без независимого Башкортостана не будет Татарстан независимым никогда. Мгм. То же самое и Башкортостан не станет независимым без Татарстана. Мы вот неразрывно связаны друг с другом, мы будем помогать друг другу, и в этом наша сила. Ну, а также и другие 4 республики, да, Волжского, Уральского региона. Чего русские боятся? Вот, но русские в основном против независимости, если вот так брать, да. Чего они боятся? Почему они против независимости? Они боятся языка, того, что будет один башкирский язык здесь, то есть, да, они боятся потерять свое привилегированное положение, которое у них сейчас есть, даже находясь в национальных республиках, они имеют привилегированное положение. Такое же привилегированное положение имели русские в Советском Союзе. Любой, кто хотел обидеть русского, он сразу же имел дело с КГБ. Сейчас то же самое, то есть, да, любой, кто погонит там на русскую там, или на РПЦ, православная вот эта церковь, он будет иметь дело сразу с ФСБ, то есть, да, там Центр по борьбе с экстремизмом, дела. Они вот, и русские боятся потерять это привилегированное положение, они боятся, что вот башкирский язык будет полностью доминировать везде. И второе, чего они боятся, что начнут резать их, да, то есть как это происходило там, ну, в том же самом Таджикистане и так далее. Но я могу так сказать, что башкиры, ну, кто знает башкир, и русские Башкортостана хорошо знают башкир, кому как не им, да, знать нас. И мы сами себя знаем, мы не радикальные, не до такой степени радикальные, чтобы там начинать резать русских. У нас такого в крови нет. Мы достаточно дружелюбный народ, пока нас не трогают. Вот реально так. Но мы очень быстро вспыхиваем. Если нас тронут, то есть как бы, ну, тогда уже держитесь, как говорится. Поэтому
русским Башкортостана нужно будет принять то, что Республика Башкортостан – это государство башкир, где они, это национальное государство башкир, где титульная нация является башкирами. И государство названо именем башкирским, названием народа Башкортостана, он так и называется. И это не говорит о том, что мы здесь собираемся устраивать какой-то апартеид, геноцид и так далее, делать моноэтническую республику. Нет, это невозможно. Нам нужны все жители Республики Башкортостан, и все они будут жить достойно. Что нужно человеку, да, вот вне зависимости от национальности? Ему нужно, чтобы он жил в спокойной стране, чтобы она была экономически развитой, чтобы у нее было хорошее, чтобы у этого человека была хорошая зарплата, безопасность обеспечена государством для его семьи, дети получали хорошее образование, чтобы он мог свободно путешествовать по всему миру, чтобы законы были демократические. Вот. Почему русские сегодня бегут на Запад и просят там политическое убежище, и пытаются по-всякому лишь бы остаться там? Потому что они знают, это же не русская страна. Польша не русская страна, Франция не русская страна, там Англия и так далее, США. Они прекрасно знают просто, что им там будет жить комфортно. Они там будут получать хорошую зарплату, у них там будет хорошее образование и так далее. Они будут там защищены. Тогда чем отличается Республика Башкортостан, если она станет таким демократическим государством? У нас для этого есть все условия. Мы экономически богаты, у нас развитая инфраструктура, у нас развитая экономика, промышленность, у нас хорошие большие природные ресурсы. Я думаю, что если не будет никакого русофобии, здесь не будет, и башкирофобии не будет, если никто не будет навязывать нам все этот русский мир. Надо будет русским признать, что это государство башкир, что здесь башкиры, что у башкир больше нету другой земли. Если, еще раз говорю, вот русский может в любой момент, если он будет себя чувствовать некомфортно в Республике Башкортостан по тем или иным причинам, я не говорю, что их будут гнать, просто вот некомфортно ему стало, он решил уехать там в Москву, в Рязань, там, Калугу, куда-то, он себя будет чувствовать там комфортно, потому что он будет находиться в своей среде. Вокруг будет русская культура, включил телевизор, все на русском. Включил радио, все на русском. Зашел в магазин, все на русском. В школе преподается на русском. Песни, пляски, все на русском. Русская культура. Татарин может уехать в Казань в любой момент, если он будет чувствовать себя некомфортно. И он будет также находиться в своей культурной среде. Татарская культура, татарская музыка, татарское обучение и так далее. Башкиру ехать некуда. И русские это должны признать и понять, что это наша земля, и нам ее передали наши предки, через кровь, через жизни свои, защищая ее, сохранили эту территорию, маленькую территорию от когда-то большого исторического Башкортостана. Маленькая территория осталась. И у нас больше нет другой земли. И мы ее обязаны передать своим потомкам. Все. Это надо понять и признать. Если вы это поймете и признаете, русские, все будет нормально. Вы будете учить башкирский язык как государственный язык. У вас также будет и русский язык. Русский язык будет официальным языком в течение 30 лет, пока все вы в школах не выучите башкирский язык, пока мы не переведем на башкирский язык всю техническую литературу, юридическую, как я сказал, медицинскую и так далее, пока все сферы экономики не будут на башкирском языке. Для этого 30 лет есть. И это не говорит о том, что... То есть получается, что сегодняшнее взрослое поколение, не надо им будет учить башкирский язык, которые уже отучились в школах. В школах будут учить башкирский язык только ученики, кто только поступит. Что в этом будет плохого, если ваш сын будет учиться в русской школе, общаться дома на русском языке, сохранять русскую культуру, но будет одновременно знать еще башкирский язык? Что в этом плохого? Я здесь живу в Литве, я учу литовский язык. Литовский язык за пределами Литвы никому не нужен, абсолютно. Эстонский язык за пределами Эстонии никому не нужен. Эстонцев всего 900 тысяч в мире. Их меньше, чем башкир. В своей республике их 700 тысяч, меньше, чем башкир. Но все учат эстонский язык. Вся молодежь сегодня, вне зависимости от национальности, знает в совершенстве эстонский язык. Это я к тому, что если будут митинги, у нас будет демократическая страна, пожалуйста, митингуй, выражай свою свободу слова, собирайся на демонстрации, на митинги, заявляй о своих правах, там, да, что ты хочешь. Все нормально, если эти митинги не будут перерастать в какие-то там побоища и так далее. То есть, если вы не будете нарушать законы Республики Башкортостан, не призывать к какому-то отделению, там, да, сепаратизму Республики Башкортостан,
Пожалуйста, проводите митинги. Мы даже когда русские марши, почему мы выходили против русских маршей в свое время? Потому что русский марш, что такое марш? Марш – это шествие победителей. А кого русские победили здесь в Республике Башкортостан? Никого. Пожалуйста, они говорили, вот, мы когда встречались с русскими националистами, с их и лидерами, они говорили, вот, мы хотим заявить о своих правах, как бы там, о наших проблемах. Я говорю, пожалуйста, проводите митинги, проводите пикеты, заявляйте там о своих проблемах. А зачем обязательно идти с имперскими флагами по улицам Башкортостана, кричать «Россия для русских»? То есть кого вы там, что вы там хотите? И вот резать, конечно же, никто не будет, никаких русских. Демонстрации, пожалуйста, там митинги, пожалуйста, проводите, но вы должны, еще раз говорю, понять и признать, что Башкортостан, все, он будет оторван от русского мира, от влияния Москвы, это будет независимое государство, которое повернется в сторону тюркского мира. Хотите жить в таком государстве, которое вам обеспечит через несколько лет благосостояние, хорошие зарплаты, хорошие законы, вы будете защищены во всем, вы будете жить нормально, вы будете жить в стране, в государстве, где будет красивая природа, все будет для вас. Хотите жить в такой стране? Пожалуйста, принимайте законы башкирские, приносите клятву верности на Конституции Республики Башкортостан и живите. Нет? Пожалуйста. Россия, будущее вот это вот российское государство, которое развалится, будет огромное количество выбора. Можете ехать на юг России, в Московию, там, на север, в Мурманск, куда хотите. Ну, немножко, конечно, смешно по поводу того, что они просят о каком-то там защите их прав. Даже неуместно, наверное. Ну, я имею в виду в нынешних реалиях, да, о том, что они еще пытаются там о своих каких-то правах говорить. Это, мне кажется, надо говорить не о их правах, а я не сторонник того, чтобы преследовать русских там, да, и так далее. Я сторонник, если есть, были люди, вне зависимости, русский или даже это был башкир, да, если он действовал против нашего народа, да, то он должен в любом случае ответить. Я не смотрю здесь только по национальному признаку. Есть и, к сожалению, да, и башкиры, которые много вреда наносят своему народу. Своим же башкир, да? Да, и, конечно, а как же они должны будут ответить за свои действия? Фаиля Алсынова, кто сейчас на него заявление пишет? Свой же башкир Хабиров. Да, кстати, вот по поводу, сейчас перейдем, да, к Фаилю Алсынову. Хотел бы тоже сказать, что русский мир, который именно империалистический, который оккупировал нашу землю и разграблял все это время, я думаю, они должны думать о репарации для нашего народа, да, потому что сколько веков они уничтожали наш народ и сколько веков они грабили, и восстания, которые были, они тоже были, как преподносится якобы восстание, да, хотя я не считаю их восстанием, я считаю, это была война. Ну, Россия всегда придумывает всякие названия, кампании, восстания, якобы ничего... Спецоперации. Да, специальная операция, якобы ничего серьезного нету, мы здесь все устанавливаем, а у вас нет никакого слова, да. И вот, и, конечно, те, кто нанесли вред нашему народу, да, вне зависимости от его национальности, он должен будет понести ответственность за свои действия. А если это был русский человек, который, я знаю немало русских ребят, которые даже и ислам приняли, да, жили в Башкортостане. Какие к ним вопросы? Это народ. Они жили с нами, они сильно и отличаются даже от тех же самых русских, которые в Москве живут. Это уже совсем другие русские. Я не говорю об их ассимиляции, у меня нет к ним вообще никаких вопросов. Есть только вопросы к тем, кто противодействует нашему народу, да, все. Я считаю, это так. И, конечно, сегодня вот мы как раз эту тему тоже сегодня хотели обсудить, что по поводу того, как раз и так плавно перешли, да, что как башкиры сами же противодействуют своему народу, да, не понимая, что не за горизонтом изменения, перемены, и противодействуют как раз-таки своему народу и тем активистам
и деятелям, да, политическим, которые вот как и до этого было Дильмухаметову, да, то, что у него политические репрессии, он подвергся, да, и не только он, и от себя добавлю, что немало мусульман пострадало от той же власти, которая в Башкортостане и в России в целом, да, те, кто несут никакие, не имеют ни радикальные взгляды. Я, вот, если говорить за себя и мое окружение, мы призывали к тому, чтобы, во-первых, башкиры вспомнили, кто они есть, что у них есть своя история, что Россия – это империалист, и то, что мы мусульмане, в первую очередь, да. Конечно, и от этого тоже, от нашей деятельности немало тоже было на территории Башкортостана. И на сегодняшний день, помимо известных, таких как вот Дильмухаметов, да, который попал, около 10 9, лет, да, ему 9 лет дали ему, да. 9,5 лет ему дали, если не ошибаюсь. Также и нашим ребятам, молодым мусульманам, даже среди них, кстати, есть русские, да, которые вот, мой близкий друг, учились в университете. Я учился сначала в нефтяном колледже, закончил его с отличием, красным дипломом, потом учился в нефтяном университете, и меня не дали доучиться, меня задержали, да. Немало молодых мусульман подверглись также репрессиям, они признаны мемориалом политическими, да, потому что никаких террористических действий не было. Вот. И, к сожалению, немало молодых ребят от 18 до 27, до 30 лет получили срока там от 10 до 24 лет. Ну, то бишь, и об этом тоже, когда был на свободе, Дильмухаметов тоже говорил, да, я слушал его обращение, что, ну, как вы можете молодых ребят на такие срока. Ну, вот у меня тоже была такая же ситуация, что 205-я, 5.2, она сразу от 10 лет. Ну, то бишь, тебе даже шанса никакого нет, тебя задержали. Я когда разговаривал с ФСБ, даже, говорю, если вопрос стоит о моих взглядах, так вы даже ничего не сделали, вы меня просто взяли, задержали, и вот перед фактом, вот тебе минимум 10 лет, да. И, конечно, на сегодняшний день под репрессию также попал Фаиль Алсынов, да, я тоже о нем освещал, немножко осведомлен о его деятельности, да, то, что он участвовал в защите Шихана в Куштау, да, также в препятствовании добычи золота в Ишимбайском районе, да, и как бы говорят, что более связано с последними событиями, в том, что он выступал в Ишимбайском районе, да, против добычи золота. И как бы есть определенное, я так понимаю, доказательство тому, что это по прямому поручению Хабирова, да, делается. Но Фаиль Алсынов, он сегодня вот стал еще больше известен, да, хотя он в башкирской среде он был известен давно. Он вообще национальной деятельностью занимается очень давно, с там, 2007 года, когда он пришел в Кукбуры. Там он был первым заместителем председателя. Потом в 2011 году я пришел туда, стал заместителем председателя. Вот с тех пор мы с ним дружим. И сколько его помню, то есть он всегда занимался вот башкирскими проблемами, да, поднимал башкирские проблемы, башкирские вопросы в рамках, конечно, организации Кукбуре, в рамках потом Башкорт. После того, как Башкорт признали экстремистской, он стал уже сам от себя, то есть, да, говорить. Огромное количество вопросов, там и язык башкирский, он в совершенстве владеет башкирским языком, очень хороший оратор, хорошо выступает. И политика, это, соответственно, федерализм, чтобы вернули, и конституцию защищал, и природные ресурсы в том же самом. Начинал он не только с Шихана Куштау, он еще мы и Таратау защищали вместе, и очень много сил вложили в это. И вот он, соответственно, ездил также и по Зауралю, по своим родным местам, и участвовал в сходах, в ЕИНах так называемых, где как бы вот на одном из ЕИНов вот это вот выступление его привлекли. И сам лично Хабиров, да, написал, Фаиль Алсынов выложил видео, не видео, а документы, заявление Ради Хабирова о том, что
где Хабиров написал заявление, просил привлечь его к уголовной ответственности, в прокуратуру писал. Это уникальный случай, такого случая еще нигде не было. На территории России я, по крайней мере, не помню, чтобы лично глава республики, глава региона писал на какого-то там активиста, да, то есть заявление. Это вообще нонсенс, да? И вот этим своим Хабиров как бы прославится. Он и так прославился уже с Куштауом, да, с Куштау прославился, а здесь он как бы еще среди башкир полностью. Хотя мы, когда он пришел в республику, мы воспринимали его как, ну, думали, что он действительно принесет там какие-то перемены в положительную сторону, там защита башкир будет какая-то, но оказывается, как был такой политолог Дмитрий Михаличенко, он часто на «Эхе Москвы» выступал. И вот он в одном из своих интервью сказал, что Ради Хабиров, когда пришел в Республику Башкортостан, его точнее поставили, да, ему поставили две задачи. Первая задача – это решить вопрос с сырьем для ВСК «Сода». И второй вопрос – это разобраться с башкирскими националистами. То есть с нами, да, то есть. И на тот момент в Республике Башкортостан на башкирском политическом поле были только две крупные фигуры, две крупные силы. Это, ну, я не считаю там Всемирный Курултай-Башкир, который всегда был провластный. Имеется две крупные силы, которые были независимы, пользовались популярностью среди башкир. Это Айрат Дильмухаметов и организация Башкорт. Вот. Это две силы. И он постепенно, то есть он разобрался с обеими. Он запретил организацию. Через него мы знаем точно, что было указание о том, чтобы организацию Башкорт признали экстремистской. Ее в итоге признали. Через какое-то время посадили Айрата Дильмухаметова, дали ему 9 лет. Таким образом он устранил своих конкурентов, потому что он не мог влиять на башкир, на башкирское население, когда есть такие действующие силы, башкирские силы, которые там говорят совершенно другое, да, противоречивую информацию по отношению к тому, что говорит Хабиров. А Хабиров что он говорит? Он толкает кремлевскую политику, кремлевскую пропаганду. Он делает все, что угодно Кремлю и Москве. Соответственно, он и собрал вокруг себя таких вот приспособленцев, которые видят, что Москва – это наш старший брат, русский народ – это наш старший брат, которому нужно служить, что мы не должны там возмущаться. Вот проводим башкирский диктант, будьте довольны этим. Вот выступили один раз на Всемирном на Госсобрании Курултай в парламенте Республики Башкортостан, один раз на башкирском языке. Все, будьте довольны этим. Вот мы создали мультик вам один там, да, Северный Амур. Все, будьте довольны. То есть вот, мы недовольны этим. Нам это не надо. Нам нужно полноправный башкирский язык, там, чтобы у башкир были свои права, чтобы экономика башкирская принадлежала Башкортостану. То есть не было, чтобы Москва не рулила здесь, чтобы не было никаких репрессий и так далее. Это ему было невыгодно, соответственно, поэтому он убрал сперва Башкорт, потом Айрата Дильмухаметова. Но убрав Башкорт, люди-то остались. Люди остались, влияние их осталось. И да, вот ему очень повезло, то, что началась война. Началась война, и очень многим заткнули рты этой войной. Любое выступление можно там найти что-то против там вооруженных сил, что-то против там режима и штраф дать, там посадить или что-то сделать. Так посадили Рамилю Саитову. Второй раз при Хабирове. Первый раз уже успел отсидеть за армян. Надо отметить, что посадила его именно жена Хабирова, Карине Хабирова, армянка по национальности. Я знаю, что она очень негативно относится ко всем, кто говорит что-то против армян. Она такая, ну, армянская националистка тоже. И очень ревностно относится ко всем, что кто-то что-то говорит против армян. Рамиля Саитова, можно сказать, бросила открытый вызов этому, когда начал возмущаться тем, что почему столько армян появилось на территории Республики Башкортостан. Когда меня спрашивали, как вот ты относишься к такому вопросу Рамили Саитовой, да, я скажу так, что надо разбираться. Если вообще вопрос правильный, если
появилось реально много армян на территории Республики Башкортостан в последнее время, то надо узнавать, как они появились. Либо, если они поехали до Хабирова, то, возможно, к ним вопросов никаких не будет. То есть, если они честно приехали, если это какие-то там врачи, там, да, инженеры, которые реально там готовы вкладываться там, в экономику, делать жизнь Башкортостана лучше, вопросов к ним нет. Но если с приходом Хабирова к нам хлынул поток армян, и они образовали здесь какие-то фирмы, и в эти фирмы уходят все заказы, то есть, да, они выигрывают все, ну как так, все вот эти вот работы, которые они же там идут через торги, соответственно, да, то есть Тендеры, да? через тендеры, да. Вот если они выигрывают все тендеры, то, ну, должны быть вопросы задаваться тогда. И Рамиля Саитова задала такой вопрос, и за это получила 3 года срока. Отсидев, вышла, буквально через какое-то время снова посадили ее. Это сознательное преследование башкир. И Фаиль Алсынов сегодня это из той же системы, когда он имеет огромное влияние среди башкирского населения, огромную популярность. И в случае, если краха режима, то есть его боятся, и поэтому его превентивно убирают. Лично Хабиров, я так понимаю, что у правоохранительных органов к Фаилю не было вопросов никаких. Иначе зачем бы Хабирову писать заявление и просить его посадить? Да? То есть это до какой... И соответственно, у Хабирова, у самого с правоохранительными органами, с ФСБ, с МВД тоже не все ладно. Потому что такие вопросы, то есть кого-то посадить, раньше там решались через телефон. Слушай, там, друг, там, да, мешает человек, давай уберем. Как это было с Айратом Дюрхаметовым, когда Хабиров только пришел. Тогда у него было как бы еще нормально с правоохранительными органами. Это потом он через коррупционные все вот эти... А сколько у него чиновников сейчас село? То есть, ну он же воровать пришел, он реально пришел грабить и воровать республику. Соответственно, у органов появились вопросы. Хабиров своих пытается отмазывать. И так они как бы на разных сейчас лагерях. И, соответственно, я так считаю, что у правоохранительных органов к Фаилю не было никаких вопросов. Иначе бы, я говорю, этот вопрос бы, если бы у них были бы вопросы к Фаилю, и тут еще глава бы попросил бы, вопрос с Фаилем решили бы быстро. А тут пришлось самому писать там, да, то есть он же прекрасно понимал, что это рано или поздно как бы будет опубликовано. Это не скроешь такие вещи. И когда тут пытается там Азамат Галин отмазывать его, интервью он давал там в пруфах, что он подписал этот не глядя, но это получается он сделал Ради Хабирова идиотом. Просто идиотом, который вот сидит как болванчик, да, за столом, ему там принесли с похмелья, там, ему принесли там кипу бумаг, он подписал, не глядя там, да, и все. Типа он говорит, это вот диверсанты поднесли ему бумаги, подставили его на самом деле, как бы там, да, зачем Хабирову бороться с Фаилем? Ну, выставил Хабирова просто идиотом. Но Хабиров, это глупая отмазка. Хабиров лично участвует в травле Фаиля Алсынова. Мы все прекрасно помним его слова, когда он был на «Эхо Москвы» в Уфе, когда его еще не закрыли, он был в прямом эфире, ему задали про организацию «Башкорт» вопрос, и он сказал, я буду к ним беспощаден. Все. С тех пор он свою позицию не менял. Вообще, по поводу Хабирова очень много вопросов лично у меня и в моем окружении, да, с кем я постоянно держу контакт в Башкортостане, да, потому что мне говорят о том, что, во-первых, Хабиров, он непонятно кто он, ну, понятно, мы смотрим в первую очередь, кто он. Он говорит, что он мусульманин, но сам он там христианские праздники, ныряет в прорубь там, да, ладно. Если даже не брать этот вопрос, меня больше всего беспокоит именно его жена, в том, что я как вижу ситуацию. Армянская диаспора, они умеют входить в общество, так сказать, да, они проталкивают своих. Я когда еще жил в Башкортостане, меня всегда удивлял вопрос, почему я живу у себя на земле, и здесь вот такие
хорошие, именно основные бизнесы, да, или посты государственные занимают вообще непонятно кто. Они же интересы башкир не будут нести никакие, да. И такая же ситуация, даже до главы добрались. То бишь, я это смотрю как, что это как вариант для армянской диаспоры тоже было выгодно проталкивать Хабирова в свое время, да, к власти. Конечно. И они к тому времени, так сказать, окопались хорошо, ну, неплохо на нашей земле. У меня претензий к армянам нет, как ты изначально тоже говорил, да, приехали, работают, вопросов нет. Но если вы начинаете на нашей земле диктовать нам, как нам здесь жить, еще и свои интересы проталкивать, но это уже некрасиво. Как бы там ни говорила его жена, что мы там негативно относимся, вот я понимаю Рамилю Саитову с той точки зрения, что, ну, вы здесь гости на нашей земле. Здесь нужно разграничивать. Мы можем иметь какие-то отношения, если вы за наши интересы, мы можем с вами, да, какие-то отношения иметь. Но если вы тупо приходите на нашу землю, начинаете там участвовать в грабеже вместе с Россией, да, то какой разговор может быть о нашей дружбе? Нет, конечно. Мы не, ну и, конечно, я думаю, что не просто так, да, и сам Хабиров в свое время к власти приходил, и я думаю, и не без участия армянской диаспоры это было сделано, да, У свои армян сильное интересы. лобби в России, очень сильное лобби. И сегодняшние вот эти пропагандисты, то есть там, они много среди них армян, общероссийские пропагандисты. И я думаю, ну я предлагаю о Хабирове перенести на следующий Да, раз. да, да, То есть да, основательно поговорить и о Хабирове, и о Хамитове можно поговорить, и о Рахимове. А, да. И я думаю, уже наши зрители и уже мы долго разговариваем, уже все подустали. Хотел последнее, чтобы не отставать, да, от всех событий, которые у нас происходят в нашем регионе. Я бы еще хотел сказать, что если есть у кого-то предложение, я буду рад, если у меня есть и Telegram тоже канал, и личное, Facebook, YouTube, можете мне писать. Если есть какие-то предложения, я буду, ну, рассматривать тоже так же, да. И, Руслан, если тебе тоже будет интересно, будем какие-то совместные проекты тоже, да, вести. Вот. Конечно, мы не должны отставать от того, что происходит. Совсем недавно я слышал, что такую организацию, как бы народное правительство, точнее, да, под фамилией, сейчас я найду, Гундарова. Гундарова, да, создается. Сразу понятные вопросы, что, во-первых, никакого народного правительства не может быть речь, но может ли это быть такое, что все-таки есть какие-то настроения народа, да, на сегодняшний день? И я как понимаю, что российская власть, она постоянно мониторит настроение всех народов, которые в ее составе, да, пока что находятся. И все-таки чувствуют ли они, что есть какие-то настроения в народе, которые не нравятся российской власти, да, и вот то, что она якобы создала народное правительство в Башкортостане, да, есть ли это такой ответ, как отдушина для тех, кто недоволен Хабировым, потому что я смотрю по комментариям и Хабировым тоже многие недовольны, да, для чего все-таки она это делает? Для чего она создала такое вот народное правительство? Какая у нее цель? Ну, тут сразу надо сказать, что я в этом 100% уверен, что это проект, политический проект, и за этой Гундаровой стоят серьезные силы. Серьезные силы. Это все сделано к тому, ее постепенно раскручивают к выборам в Республике Башкортостан, к будущим выборам. То есть стоят определенные силы, которые хотят своего человека сюда поставить. Скорее всего, это будет не, может, не Гундарова, а кто-то другой, но в любом случае факт того, что человек образовал какое-то правительство, здесь параллельное правительство, и это никак не пресекается, это говорит о том, что за этими людьми стоят какие-то определенные силы. И тут одно из двух. Либо ей дадут досидеть до выборов, да, а потом, соответственно, поставят того, кого они проталкивают. Либо ее Хабиров все-таки ликвидирует. Ну, ликвидирует в каком смысле? Ликвидирует с политического поля.
посадят там или еще что-то сделать, либо договорятся. Вот. Но, то есть у кого больше связи, сейчас будут включать все свои связи в Москве и как-то давить друг друга. Вот. Но о том, что там реально, но действительно есть запрос у населения, все устали от этого вот правительства России, от правительства Хабирова, которые там очень много чего наворотило, каких люди ищут какой-то справедливости, какой-то правды и готовы как бы кидаться в любые авантюры, в любые какие-то проекты, лишь бы там найти свою, как говорится, отдушину. Это как при Екатерине II появился Емельян Пугачев. То есть люди поверили, бросились к нему, лишь бы там, да, то есть видеть в нем человека, который их избавит от крепостного права, от засилия помещиков. Здесь то же самое. Люди устали от беспредела, и подольчане, вот это подольское село, которое переселяет из-за залежи нефти в Хайбулинском районе, и они там все дружно поддерживают Гундерова, там, ну и много кто. Думает, что она сможет. Не сможет она, ничего она не решит. Я сразу хочу всем сказать, что она ничего не решит. Это человек системы, он полностью за сегодняшний режим, полностью. А вам проблему устраивает не просто Хабиров один, вам устраивает проблема системы. Вот я обращаюсь к жителям Республики Башкортостан. Вам устраивает проблема именно система, сама путинская система. И не важно, что сейчас уберут Хабирова, поставят вместо него Табуреткина. И он будет то же самое делать, потому что за ним стоит система. И именно эта Москва хочет у нас разработать медь в Подольске. Это Москва хочет... А Москва – это общесобирательный образ всех сегодняшних чиновников, олигархов, там, силовые структуры, все, которые хотят поживиться за счет природных ресурсов Республики Башкортостан и башкирского народа. Вот. И тут неважно будет, Хабиров будет это или Гундерова будет. То же самое будет. То же самое будет. Просто Гундерова сейчас пытается, через Гундерова пытается сдвинуть Хабирова. Это борьба пауков в банке. Пока Республика Башкортостан не будет независимым, пока не будут у нас честные выборы, пока мы сами не будем выбирать себе человека, который достоин быть главой, президентом Республики Башкортостан, потому что когда рухнет режим, уже главы не будет, у нас будут президенты. Только тогда мы сможем навести порядок. Пока же все вот эти проекты, они бесперспективны. И они никакой порядок это Гундерова не сможет навести. Она сейчас наводит только муть. Муть, привлекая на свою сторону там недовольное население, и она потом его также сольет. Она не против войны, она не против Путина. Она прям открыто это говорила несколько раз. Чего вы тогда ждете? Вы ждете, что она там снимет Хабирова и вот решит вопрос с Подольском, решит вопрос там с разграблением природных ресурсов, там наведет транспортную реформу, там все сделает. Да? Нет, ничего не сделает. Ничего не сделает. Так что это проект, еще раз говорю, это проект определенных сил, одной из башен Кремля, которые хотят вместо Хабирова поставить своего человека здесь на выборах. Вот и все. Зур Рахмат, Руслан, за наш стрим. Я думаю, всем тоже Зур Рахмат, всем те, кто смотрел этот стрим, да. Не на все вопросы мы успели ответить, потому что тем много. Я думаю, мы еще увидимся на следующей неделе. Даст Бог, иншаллах. Месяца одного, шувук, якшамбыла, отырырбыз, сөйлесербіз, сұрақтар береміз, иншаллах. Также я думаю, что это будет у нас теперь еженедельная практика, еженедельно, стабильно будем собираться и отвечать на ваши вопросы и обсуждать наиболее острые темы. Да, я думаю, также сохраню вопросы, которые мы не успели разобрать. Это уже к тем будет, да, к следующим нашим темам, которые будем обсуждать. Также вот брат пишет сделать нарезки. Я сделаю обязательно нарезки потемно. Также выложу, отправлю. Подписывайтесь на канал. Жду предложения. Если есть какие-то предложения, только буду рад. Всем всего хорошего. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.